Главный канал Якутии. Мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 7 октября, среда. Еще не пришли к нам морозы с капюшоном, что были упрятаны в шкаф. Еще рукавички и шапки с помпоном, в полосочку вязаный шарф, широкие пончо и кофты-регланы и яркая шаль с бахромой. Тихонечко дремлют в больших чемоданах. До встречи холодной зимой. А к чему это я? Если заглянуть в народный календарь, а прямо сейчас прогноз погоды на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах в 6 часов утра сегодня температура воздуха составила плюс. В южной группе улусов 1,4 ниже 0 в 6 часов утра, днем до 9 градусов тепла. В Вилюйской группе улусов минус 2 плюс 1 в 6 утра, плюс 6 плюс 11, минус 1 плюс 2 в 6 часов утра, днем до 11 градусов. В Колымо-Индигирской группе 0 минус 6 утром, плюс 4 1 днем. В Янской группе улусов 0 плюс 1 утром, минус 1 плюс 3 днем. В северо-западных улусах минус 1 5 утром, плюс 1 минус 4 днем. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4 градуса, атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается до 10 градусов тепла. Напоминаю вам наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Как всегда, мы ждем от вас ваши приветы, поздравления и утренние пожелания. Сегодня, 7 октября, состоится Всероссийский экономический диктант, где каждый может попробовать свои силы. К нам в студию подключается Кира Иннокентьевна Алексеева, заместитель руководителя Департамента стратегического управления Минэкономики Республики. Доброе утро. Здравствуйте. Кира Алексеевна, расскажите, пожалуйста, что же такое экономический диктант? Всероссийский экономический диктант впервые был проведен в 2017 году. Организатором является Вольное экономическое общество России. Диктант в первую очередь позволит участникам акции оценить свой уровень владения экономическими знаниями. Важным составляющим является то, что по итогам результатов проводится анализ уровня экономической грамотности населения в целом по России, а также по каждому региону по отдельности. Например, анализ полученных результатов в прошлом году показал, какие вопросы вызывают затруднения у школьников и студентов, и на основе этого были составлены практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике. Насколько популярно среди населения участие в подобных мероприятиях? В этом году экономический диктант проводится в 4-й раз. С каждым годом количество участников растет. Если в первый год проведения акции в нем приняли участие около 50 тысяч человек, то уже в прошлом году масштабы мероприятия существенно выросли. Для проведения диктанта было организовано более 1500 площадок по всей России, во всех регионах. Количество участников увеличилось вдвое и составило 110 тысяч человек. Наша республика принимает самое активное участие с начала реализации проекта. В прошлом году Якутия вошла в топ-20 регионов России по количеству участников и региональных площадок. В диктанте приняли участие порядка 1500 якутян. В этом году экономический диктант проходит под эгидой 25-летнего юбилея Министерства экономики Якутии. И в какой форме он будет проходить в нынешних условиях? Кто может принять участие и как это можно сделать? Но 2020 год вообще внес свои коррективы в проведение таких масштабных мероприятий, и экономический диктант не стал исключением. И в этом году акция полностью проводится в онлайн-формате на официальном сайте экономического диктанта diktant.org. Пройти его может любой желающий, достаточно устройства, подключенного к интернету. Проводится диктант в формате теста. В этом году особое внимание будет уделено экономике Великой Победы. Диктант будет проведен сегодня. Его можно будет пройти с 11 утра по якутскому времени и вплоть до 4 часов утра следующего дня. Призываю всех принять активное участие в экономическом диктанте, проверить свои знания, расширить свои экономические компетенции, важность которых особенно мы ощутили в этот непростой период. И желаю всем удачи.
Мгм. То есть ограничений ни по возрасту, ни по профессии никаких нету. Достаточно зарегистрироваться, да? Да, достаточно зарегистрироваться, и там будет две формы теста, как для Мгм. школьников и для взрослого населения. Мгм. Спасибо большое, Кира Алексеевна. Мы желаем удачного проведения, чтобы в этом году наша республика тоже не подкачала и вошла в топ всей России. Спасибо. До свидания. Всего доброго. А мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. А ваши малыши играют в гаджеты? Вот отдал ребенку телефон, и не слышно его, и не видно. Очень удобно, согласны? А чем же это может быть чревато на здоровье маленького человека, нам расскажет врач-невролог Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Доброе утро, дорогие телезрители. Социум сейчас меняется смартфоном. Ребенок сначала в руки берет смартфон, а потом только ручку. Как детский врач-невролог я хочу вам показать те негативные последствия, вызванные находятся в непрерывном развитии. Головной мозг ребенка накапливает ощущения, которые идут от тела ребенка, и также ощущения, которые идут от вне против гравитации. Потом этот ребенок идет, хватает игрушку. Здесь уже работают суставы, и вот работают вестибулярные и пропрецептивные анализаторы. Берет эту игрушку, на ощупь он знает, что она холодная, тяжелая, работает, как звучит данная игрушка. И на основе этой цельной карты психика ребенка будет работать задержку развития, также те или иные видят эту игрушку на гаджете. У данного ребенка будет потому что речь это высшая форма движения. Если нарушено, работает отделение. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, законны ли требования регионального оператора об оплате за вывоз мусора с жителей частного сектора? Да, действительно, данные требования закон, в соответствии с которым именно по вывозу твердых бытовых отходов заключается договор. При этом договор заключается офертно. То есть региональный оператор размещает на своем сайте, размещает в средствах массовой информации, и в случае, если в течение 15 дней от гражданина не поступают какие-то претензии по данному договору, то, соответственно, на 16 дней считается, что этот договор заключен. То есть не обязательно человеку идти в компанию, в офис и заключать, да? Это такая открытая оферта, да, получается? Да, это открытая оферта. Разъяснения по данному закону во всех массовой информации заблаговременно были произведены, но, как у нас всегда бывает, пока гром не грянет, никто не перекрестится. А на каком расстоянии мусорные баки должны быть расположены от двора частного, от дома? И многие, мы слышим, жалуются, что мусорных баков вообще не видели в глаза. Да, действительно, есть требования Санпина, в соответствии с которым санитарные точки с баками должны быть расположены в пределах от 20 до 100 метров от жилого дома, то есть в шаговой доступности. И также санитарная точка должна иметь непроницаемое покрытие, то есть либо бетон, либо асфальт. С 3 сторон должно быть закрыто, чтобы, например, ветром не продувало, и по возможности иметь озеленение, а также иметь доступ к транспорту. К сожалению, не в местах можно найти такое месторасположение, во-первых. Во-вторых,
обязанность по строительству таких санитарных точек возложена на органы местного самоуправления, у которых, естественно, денег таких больших нету, и, соответственно, работа проводится очень медленно. Но, тем не менее, вот такие требования имеются по вывозу бытовых отходов. В случае, если в радиусе 100 метров у вас не имеется санитарной точки, то, в принципе, вы можете потребовать перерасчет у регионального оператора и, соответственно, не оплачивать вот эти услуги в связи с тем, что они услуги не оказываются. Мгм. А есть ли какая-то другая альтернатива по вывозу мусора с частного сектора, кроме вот этих мусорных санитарных точек? Да, с прошлого года, если не ошибаюсь, с ноября прошлого года, как пилотный проект, региональный оператор по городу Якутску начал реализацию проекта «Мешковый вывоз», то есть это вывоз прямо практически с территории частных домовладений в Мешкатарах. Я, например, проживаю тоже в частном секторе, я тоже был противником этой политики, но вот месяц назад я оплатил все долги, и ко мне приезжают, забирают. В принципе, очень удобно. Павел Анатольевич, вот подводя итоги, давайте очень кратко скажем, что должен знать житель частного сектора. Ну, житель частного сектора должен знать, что вывоз твердых коммунальных отходов – это требование федерального законодательства, оплата этих услуг также требования. В случае, если у вас нет возможности в шаговой доступности складировать мусор, соответственно, вы имеете право на перерасчет. И также, как альтернативу, вы можете воспользоваться мешковым вывозом. Для этого необходимо позвонить в колл-центр регионального оператора и договориться о таком вывозе. Хорошо. Спасибо большое, Павел Анатольевич. Мы желаем вам удачи в борьбе нелегкой, вашей непростой. Хорошего дня. А мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. Подготовка кадров для таких жизнеобразующих отраслей, как строительство и ЖКХ. Где готовят кадры, по каким программам? К нам в студию подошла директор коммунально-строительного техникума Светлана Валерьевна Калинина. Доброе утро. Светлана Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о своем колледже, какие кадры готовите. Ну, Якутский коммунально-строительный техникум – это одно из старейших образовательных учреждений республики. С 1930 года техникум функционирует, был создан вместе с сетью целой образовательных организаций. И по сегодняшний день мы готовим кадры именно для нашей республики, именно в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день мы являемся одним из активно развивающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования. Активно участвуем во всех пилотных проектах, во всех программах, следим за национальными проектами, потому что в рамках этих проектов реализуются большие строительные объекты, стройки, так скажем, века, да? Поэтому мы стараемся идти в ногу со временем и помогать нашим жителям находить себя на рынке экономики. А вот наверняка проводите аналитику, да, насколько сейчас у нас в республике востребованы профессии как строитель, как вот коммунальщик. Ну, на сегодня вы понимаете, что нацпроекты образования, здравоохранения, жилье и городская среда, естественно, в рамках этих проектов реализуется очень много строительства. То есть это и онкоцентр, и вообще по всей республике строительство очень масштабное. Естественно, что в условиях ковида, да, противодействия распространению данной коронавирусной инфекции, людям приходится меняться, находить новую нишу, и, соответственно, они могут занять
очень острую потребность в строителях на национальных проектах, вот на объектах национальных проектов. Это штукатуры, бетонщики, каменщики, сантехника отопления, маляр, штукатур. Перечень огромный. И на сегодняшний день работодатели ждут молодежь, ждут взрослое население. Для этого нашим правительством нашей страны и нашей республики реализуется ряд тоже также программ. Это местные кадры в промышленность. Вот мы видим ваших студентов в кадре. Да, это вот студенты, которые обучились по программе «Старшее поколение» Академии WorldSkills. Они обучались по совершенно всем новым материалам, с новым оборудованием. Значит, в соответствии со стандартами WorldSkills, то есть по мировым стандартам. Они использовали при обучении те материалы, которые еще даже не везде зашли на рынок. У нас, кстати, хочу сказать, республика одна из немногих, кто активно использует и вводит в жизнь свою новые материалы, новые технологии. И, соответственно, мы осуществляем подготовку и переподготовку кадров. Сегодня реализуется новый проект WorldSkills Express. Это переподготовка и профподготовка населения, граждан, которые пострадали от пандемии, то есть находятся под риском сокращения или, допустим, не нашли работу, не могут найти работу, выпускники разных уровней, это и высшее учебное заведение, и даже аспиранты вот сейчас у нас начали подавать заявки. Да. И это абсолютно неплохо, потому что, еще раз подчеркну, работодатели ждут. То есть после окончания учебы легко устроиться на работу? Очень легко, да. И при этом хочу отметить, что, естественно, престиж профессии поднимается, растет. Оплата услуг, естественно, должна быть достойна, она становится достойной. То есть вы с работодателями тоже сотрудничаете, да, с строительными компаниями? Конечно. Дело в том, что без них мы бы не смогли сориентироваться вот в рамках дистанционного обучения. Ведь вы понимаете, что штукатура невозможно научить дистанционно, да, и поэтому нам помощь работодателей также необходима, как и им наши кадры, которые мы готовим. Поэтому практическое обучение, ребята, студенты, слушатели курсов разных возрастов абсолютно, они проходят на реальных строительных объектах. То есть там с ними работают уже настоящие мастера своего дела, которые не один год работают. Сейчас у нас ребята строительства, эксплуатации зданий и сооружений, специалисты будущие, они находятся на практике в АМГе, на строительстве жилого дома, детского сада. То есть как бы и с ними действительно работают старшие мастера. Да? Да. Также и наши мастера, конечно же, выезжают с ними, работают на площадках, учатся. И самое, что очень хорошее, эти курсы сделаны коротко. То есть нет того времени, когда мы учились там, чтобы 3 месяца, 4 месяца, здесь нет потери времени, и это все очень оперативно. Вот наверняка нас сейчас смотрят люди разных возрастов, да кто может к вам прийти, как поступить, что нужно сделать? Для поступления нужно просто позвонить по телефонам контактным в техникум. У нас существует региональный оператор также по реализации, например, программы WorldSkills, это Институт развития профессионального образования. Также можно найти информацию на сайте техникума. Ну и работники техникума с удовольствием по телефону, по почте, по электронной дадут все полностью консультацию. Как зарегистрироваться, там на самом деле ничего сложного нет. Регистрируется на единой платформе. Платформа работает очень четко, понятно, поэтому никаких проблем нет. И возрастных ограничений нет, тем более. Ага, вот как раз это хотела спросить. Никаких ограничений ни по возрасту, ни по подготовке? Нет. Единственное, что, конечно, если приходят ребята со школ, а сейчас действительно есть ребята, которые заинтересовались профессиями, специальностями, движением WorldSkills, еще находясь на школьной скамье, они приходят сейчас уже и спрашивают, могут ли они получить профессию. Да, могут. Ну, не все, конечно, есть ограничения, все равно по 18 лет, да, которые особые специальности, сложные, тяжелые, там, конечно, есть. А так вот в целом в большинстве профессий нет ограничений вообще. Очень коротко, Светлана Валерьевна, скажите, какими качествами должен обладать будущий строитель и коммунальщик? Ну, как и любой профессионал в своем деле, как в любой профессии, человек должен быть с сильным характером, сильным духом и выносливым. Спасибо большое, что этим утром подошли к нам в студию. Мы Спасибо желаем вам хорошего набора благодарных студентов, профессиональных выпускников. Спасибо большое. Желаем вам всего доброго. И вам удачи. Дорогие телезрители, на этом наш эфир подходит к концу. Каждое утро просыпайтесь вместе с новым днем, а далее я передаю слово своим коллегам Пелагею и Алексею.